Команда проекта «Удмуртия со вкусом» на юге республики, в Каракулинском районе в деревне Ныргында, которая является своеобразным центром марийской культуры. И знакомимся мы с традиционной марийской кухней. Основой марийской народной кухни являются дары лесов, полей, рек и озер, рыба, дичь, грибы, всевозможные травы и ягоды, борщевик, брусника, клюква, рябина. Картофель у марийского народа считается вторым хлебом, а по количеству блюд из картофеля марийская кулинария уступает, пожалуй, только белорусской. Широко используются молочные продукты, из них готовят множество вкусных блюд. В больших количествах потребляется овсяная мука, различные крупы – гречневая, перловая, гороховая. Характерной особенностью многих марийских блюд является их кислый или соленый вкус. Как ни в одной другой кухне, в марийской большое применение находит мед. Пряности и приправы в марийской кухне применяются весьма умеренно. Сайл, да, дорогие друзья? А где мы сегодня находимся? Где? В Ныргынде. Ныргында – это самая южная точка Удмуртии, и именно здесь проживают марийцы. И поэтому готовить сегодня мы будем марийскую кухню. И хочу представить с кем мы будем сегодня готовить. Это волонтеры, культурные волонтеры Общества марийской культуры, уважаемая Рима Поликарповна и Жанна. Что мы будем готовить сегодня, девушки? Милна. Милна, блинчики. Это самое главное блюдо у марийцев – милна, где мы встречаем всех наших гостей. Очень интересно узнать, чем же они будут отличаться, например, от традиционных удмуртских табаней. Но я не буду забегать вперед, давайте все по порядку. Что нам потребуется для того, чтобы испечь эти блинчики? Вот я смотрю, у нас есть мука, сахар, соль, подсолнечное масло и какая-то секретная закваска. Закваска. Вот. Закваска и молоко. Для начала сделаем закваску. Дрожжи растворим в стакане теплой воды и добавим 2 столовые ложки муки. Закваска должна постоять 2 часа в теплом месте. В теплое молоко добавим сахар, соль, растительное масло и готовую закваску. Нужно будет взбить яйца и все тщательно размешать. В конце добавить просеянную муку и замесить тесто. Обязательно мешать до состояния того, чтобы не было ни одного комочка. Ни одного комочка, да. Угу. Оно такое получается, наверное, как сметанка, да, вот такая. Нет, вот. даже чуть погуще. Например, утром мы замешиваем тесто, и после обеда мы начинаем печь блины. Это тесто доходит у нас. Перед тем, как ставить уже в печь блин, мы туда добавляем 3-4 яйца, можно и побольше, будет еще вкуснее. Молоко и масло еще добавляем. А говорят еще, чем больше яиц, тем вкуснее получается. Вот у меня подруга Надежда, которая в Ныргынды 7 ходит, она говорит, я 8-10 штук добавляю яиц. Что у нас должно быть вот с этим готовым тестом? Мы его должны перелить и ставить на 6-8 часов. Некоторые в перерыве замесу еще делают, просто вот оно же поднимается, опара, мы спускаем, поднимается, спускаем, а некоторые не делают этого. Мы его переливаем в ведро, ставим обязательно в теплое место, накрываем полотенечком, и оно у нас стоит. Жанна, а как переводится Ныргында? Ныргында в переводе на русский язык это хлебное поле. Раньше Нур было поле, а немножко переначали со временем уже, теперь стали называть Ныргында. Раньше оно Нуркинде, как бы вот кинде это хлеб, а Нур это поле. Чем марийцы, кроме вот милна, угощают гостей? Марийская кухня в основном, вот она чем привлекает? У нас творожная, яичная и молочная масса. Постоянно вот творог, масло, молоко во всех блюдах. Например, куман милна. Блин сам печется пресный, без дрожжевого теста, ставится в огонь. А потом, когда уже блин испечется, сверху делается начинка уже готовая и снова ставится в печь, она запекается. Творожная начинка. Творожная начинка. Там яйцо, творог, молоко. В Костове тоже печется блин, также в печи.
тоже из пресного теста, и туда добавляется начинка. Это каша пшеная с мясом, мелко-мелко нарезанная. Некоторые обжаривают, некоторые просто готовые туда накладывают. И как бы запекают и заворачивают. И обязательно стопочка должна быть. Это вот костыви. Подкоголи, это, можно сказать, как вареники по-русски, да? Они тоже творожно-картофельная начинка. Можно просто творожную начинку. И чем интересно, вот марийцы говорят подкоголь, красивый подкоголь, тюрлен подкоголем аштем говорят. А в переводе значит, я делаю подкоголи и как будто бы вышиваю, а вот загибаешь вот края, и они получаются красивые. Шишара, творожные пончики тоже делают. Потом пирог, калиновый пирог очень у нас пользуется спросом. И калиновый кисель. Калиновый кисель, он варится тоже на воде с добавлением сахара, ягод калины, промываем, немножко отмачиваем. Но процесс такой, что мы готовим это с осени. Идем, собираем эту калину, она у нас здесь есть, на берегу Камыжа растет. Римма Поликарповна, вот наша закваска готова, и что нам нужно сделать сейчас? Сейчас вот сначала туда, чтобы хорошие блины были, положу яйца. Сколько здесь яиц? Вот Три яйца. 3 яйца, положила. отлично. Ну, то сколько положат. Я, например, 3 яйца положу. Вот. И сейчас все это надо будет перемешать, да? Угу, мешать надо, чтобы хорошие блины получилось. Давайте масло. Это где-то ложечки 4 столовых, так вот на глазок я вижу. Угу, да, подожди, что надо мешать, чтобы хорошее получилось. Добавляем молочко. Хватит, наверное. Вот. Молочко не свое, Римма Поликарповна, да, у вас? ну, соседи принесу. Настоящее, да, в магазине, деревенское. который раз в магазине покупаю. А вот тесто получилось такое, Да, такое вот. очень воздушное, Да, оно вот какое-то. такое. Чем-то, конечно, похоже на удмуртское блюдо, на табани, но немножечко все равно другой рецепт. Вот так вот. И туда в печь. Римма Поликарповна, будем ли мы переворачивать вот эти блинчики? Нет, не будем. Не будем. Они Так запекутся же, вот да, так. так же. Угу. А видно, что, кстати, в печи они так хорошо поднимается тесто. Как вы думаете, сколько в своей жизни вы сделали таких блинчиков? Ой, не знаю, что-то нету, наверное. Гости приезжают, обязательно блины спечем. Или санички сделаем. А с чем же марийцы едят вот эти С молоком. молоком? Ну вот уже смотрите, Вот видишь, какие они красивые спеклись, получились, вот. румяные. Спеклись уже. Жанна, ловко у вас получается, тоже получаются весьма такие аккуратные блинчики. Какие-то традиции в марийских семьях существуют вот в связи с этим блюдом? Это главное блюдо у марийцев считается. События, которые происходят в семьях, вот проводы в армию, рождение ребенка, свадьба или приезд каких-то основных вот таких вот гостей почетных, мы обязательно встречаем блинами. Блины, масло, мед. И вот когда выходит девушка замуж, это вот первое, что она должна уметь стряпать блины. На второй день рано утром она встает, ее приглашают к печи, и вот закваска уже готова, и она ловко вот так вот справляется. Это каждая мариечка должна уметь печь блины. Вы только посмотрите, какой замечательный национальный марийский стол у нас получился. Очень красиво. Ну вот это та самая милна, которую мы сейчас все вместе дружно выпекали в печи. Но я смотрю, здесь еще много разных блюд. Вот расскажите, пожалуйста, это что за блюдо? Вот это тоже марийское блюдо, называется костыви. Выпекается тоже в печи. Тоже в печи. Тут все в печи И с чем начинка? С начинкой пшеная крупа с мясом. Вот заворачиваешь как конвертик. Вот и коголя. По-марийски коголя называется. Коголя, пареньга коголя. Это тоже картофельные. Обыкновенная толченая картошка с маслом и с молоком начинка. Это просто творог. У марийцев без него нельзя.
Ну, а это то, что мы живем и преобладает различные ягоды у нас, мы печем обязательно с ягодами. Калиновый пирог, я так понимаю, да? Вот. Все эти блюда мы приготовили в печке, представляете? И, кстати говоря, какой-то есть очень интересный национальный напиток. Калиновый кисель, он тоже варится долго. Можно ставить также в печь. Ну, можно варить на газу. Мы сейчас современные люди. Давайте попробуем, Жанна. А вы расскажете, из чего он делается? Из чего он делается? Солод туда кладется, простая вода, калина, ягоды. Это интересно, уже. Это интересно. И по вкусу сахар. Вот попробуйте. На вкус трудно описать. Он, с одной стороны, конечно, немножко горький, потому что здесь калина присутствует. Хоть ягода была заморожена. С другой стороны, конечно, присутствует сладость. Здесь явно есть сахар. Чуть-чуть совсем. Да, немножко. И, конечно, вот это вот послевкусие, которое выдает присутствие солода в этом напитке, оно даже чем-то похоже на квас. Это действительно своеобразное, очень, да? Да, своеобразное. Это, возможно, не всем понравится, но я люблю все пробовать новое, и мне очень понравилось. Я вот хочу сказать, она кисель с этими давление даже понижает. Ну что, будем пробовать нашу мелна. Да. Вот такой вот блинчик замечательный, какой он горячий блинчик. Так, и как правильно есть это? Марийцы не режут, все ломают, рвут руками. Здесь у нас подогретое молоко и масло. И вот некоторые еще добавляют соль, туда щепотку соли. Ну да, чтобы было вкуснее. На самом деле, конечно, что может быть здесь быть невкусного? Блюда, которые приготовлены руками, да еще в печке в настоящей, у нас, как всегда, Удмуртия со вкусом. У нас все очень вкусно. Ну и, конечно, какое же национальное застолье без душевных песен? Это стало уже доброй традицией в нашей программе. И сегодня вместе с нами прекрасный фольклорный ансамбль. Как называется? Наргандыш-7. Поем, девчата! Какие же вы голосистые! Спасибо за такую чудесную песню. И я хочу подарить нашей хозяйке Риме Поликарповне нашу фирменную кружку. Пусть она здесь остается в этом доме и напоминает о нашей теплой и вкусной встрече. Спасибо вам большое. Мы приглашаем в нашу деревню Ныргында всех жителей нашей прекрасной Удмуртии посетить этот уголок. Приезжайте, мы вас ждем! И радуемся, когда вы приедете. Команда проекта «Удмуртия со вкусом» продолжает свое кулинарное путешествие по Удмуртии. Нас ждут новые открытия и новые встречи.